Последние 2 месяца в парламенте Абхазии активно проводились слушания на тему кадастрового кризиса. С момента вступления в силу нового закона о кадастре многие граждане Абхазии столкнулись с трудностями в оформлении сделок с недвижимостью. Сразу 2 парламентских комитета взялись за анализ ситуации: Комитет по экономической политике и реформам и Комитет по государственно-правовой политике. Закон о кадастре недвижимости вступил в силу с 1 октября, да, но существуют очень серьезные проблемы в правоприменительной практике. Да, и люди жалуются, обращаются к нам, прежде всего с такой проблемой, что те действия нотариального характера или иного характера, которые они планируют совершить или пытаются совершить со своей недвижимостью, не получается реализовать. Это касается иногда даже просто вопросов наследования. Да, эта проблема, она очень сильно волнует людей, ну и нам, естественно, и ко мне, как председателю Комитета по государственно-правовой политике, скажем так, курирующему, да, эту зону, скажем так, обращаются очень много людей. Это если мы говорим только о граждан. Помимо этого, немало обращений было именно уже от специалистов, работающих в этих областях. Это специалисты из БТИ, это нотариусы, которые обращались к нам. Одно из заседаний комитетов было именно по их просьбе у нас организовано. Несколько слушаний в парламенте прошли с участием журналистов, но часть заседаний провели в закрытом режиме. Чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются граждане Абхазии, мы обратились к адвокату по гражданским и уголовным делам Дмитрию Джопуа. Дела с недвижимостью – это часть его рутинной работы последние 16 лет. Вот с 1 октября у нас вступил закон о кадастре недвижимости в силу. То есть получается, что с 1 октября БТИ, ну я буду говорить про район Гагарский, где я работаю. Получается, что БТИ уже не работает. Далее, все свои дела, которые граждане обращаются помочь для оформления своей недвижимости, получается, обращаются, и ты уже по налаженной схеме, по сложившейся практике и идешь в БТИ. Допустим, вот первый момент – ввод в эксплуатацию. Человек, лицо физическое, получил, гражданин, разрешение на строительство жилого дома. Утвержденный проект, согласованный со всеми службами архитектора, распоряжение. Все, лицо это закончило строительство, хочет ее ввести в эксплуатацию. Первым делом, что он делает? Идет в БТИ, получает техническую документацию, где техник БТИ указывает жилая площадь, вспомогательная, прочее. Ну, все параметры, которые необходимо указать в своих технических документах. Далее с этими документами ты идешь в администрацию, обращайся, прошу разрешить ввести в эксплуатацию. Архитектурный отдел тебе выдает акт ввода в эксплуатацию, где указывает все эти параметры, которые были в БТИ. Дальше получаешь разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого по старой схеме ты шел, значит, в БТИ, БТИ его регистрировала. И в тот же день они тебе выдавали домовую книгу. Сейчас БТИ не работает. Получается, что ты должен прийти в кадастровую палату сдать. В кадастровую палату ты сдаешь распоряжение ввода в эксплуатацию, но кто тебе выдает домовую книгу? Кадастровая палата говорит, что мы не выдаем домовую книгу. То есть вот этот вопрос завис. По словам директора Государственной кадастровой палаты Тимура Сангуля, и ввод в эксплуатацию, и выдача домовой книги, и вопросы самовольного строительства, пристройки, перестройки и многие другие остаются в ведении БТИ. Закон о кадастре не отнимает все функции у Бюро технической инвентаризации. Мы это и давно, очень долго проговаривали с БТИ, функций очень много осталось. Первая функция – это учет, ввод объекта в эксплуатацию. То есть строительство, завершение строительства, архитектурная экспертиза проводится, для цели архитектурной экспертизы проводится работы, технический осмотр, подготовка технического плана, чтобы архитектура знала, как выглядит объект по факту. На архитектурный план и фактический план не всегда сходятся, в большинстве случаев никогда не сходятся. И это, условно, та работа, которую должны делать БТИ. Это тот же самый технический план, который был до закона, и то, что условно называется кадастровыми работами внутри помещений. Потом согласовательная перестройка вашего помещения, или перестройка или достройка вашего здания, тоже через БТИ, потому как вы подаете архитектурный план в архитектурную администрацию, администрация снова проводит экспертизу на входе документов и на выходе, когда вы завершаете строительство, снова участвует БТИ как эксперт, который представляет соответствие представленных документов. Тот же самый ввод, только уже учтенного объекта. И далее самострой.
Когда самострой появляется, мы получаем информацию, то есть к нам обращается гражданин, например, для поставить объект самовольной постройки. Мы направляем уведомление в администрацию о том, что на их территории появился объект самовольной постройки, и они должны принять по нему решение. Чтобы принять решение, вы должны провести снова экспертизу. Соответствует ли он требованиям, находится ли он в положенном месте или может ли находиться в той зоне, где они собирались вообще разрешать строительство. Сотрудники БТИ не согласны с утверждением, что функционал бюро остался прежним, хотя, казалось бы, все говорят об одном и том же законе. К сожалению, с 1 октября, когда вступил в силу закон о кадастре, БТИ приостановила основную свою деятельность. То есть то сопровождение сделок, выдача справок характеристик, выдача технических паспортов для муниципальной собственности, вторичных технических паспортов, выдача справок, документов, ответы на запросы адвокатов, судов, налоговой инспекции, выдача все деловая переписка, собственно, остановилась. Мы только выдаем по запросу муниципальных наших местных органов, по запросу или жилуправления, или архитектурного управления. Значит, за каждой справочкой человек вынужден обращаться в кадастровую палату. Не говоря о какой-то более крупной сделке, когда это купля, продажа, даже вот такие простые бытовые справки, которые нужны на уровне того, чтобы человек налог оплатил, где-то какую-то справку, юридический адрес зарегистрировал, все необходимо обращаться в кадастровую палату. Это очень усложняет жизнь людям. То, что мы должны выдавать, как он перечислил, это тоже не прописано в законе. Если почитать закон, то он исключает все функции БТИ. Вы понимаете, он настолько всеобъемлющий, что они забрали все. А где здесь прописано? А где вот есть положение, что вот на разграничение полномочий отдать БТИ вот это, вот это, вот это. Да нет, если вот читать от корки до корки, нету ничего, да, БТИ, ничего не числится, ничего мы не должны делать. Сухумская БТИ не препятствует работе кадастровой палаты. 2 сотрудницы архива БТИ приняты в штат, обеспечены сканером и по запросу отправляют материалы в кадастровую палату. Аналогичное сотрудничество налажено во всех районах, кроме Гудаутского. Пока мы работаем по запросам. Некоторые БТИ являются в какой-то степени нашими сотрудниками, то есть частично перешли к нам. Там это Гальская, Чемчирская, Гулерипская. Взаимодействуем с Сухумской, потому что там несколько сотрудников из архивариусов, в том числе являются нашими сотрудниками. Мы делаем запрос к ним, они предоставляют нам сведения, и мы далее работаем с этими сведениями. В Гагре у нас более-менее нормально налажена тоже схема, то есть чуть дольше пришлось с ними налаживать, чем с остальными регионами. И вчера тоже мы доналаживали, то есть это каждый день. Там у них просто еще сложнее ситуация сама по себе, структура организации работы. У них есть Гагрское отделение БТИ, есть Сангрипское отделение, вот тоже крупное, там 2-3 тысячи объектов находится отдельно, то есть они разделены между собой. Есть еще Пицунда отдельно, у них свой, не БТИ, но у них там находится землеустройство отдельно, поэтому много разных архивов. Район большой и очень протяженный получается. В Гудауте есть какие-то проблемы? С Гудаутой у нас нет доступа к архиву пока что. Мы не хотим создавать конфликтную ситуацию, мы обратились к главе, официальное письмо, есть постановление Кабинета министров о предоставлении доступа к архивным материалам. Мы направили письмо с этим постановлением и ожидаем ответа. Тимур Сангули объясняет, что сложности на начальном этапе работы кадастровой палаты связаны еще и с тем, что перед ведомством стоит крайне трудоемкая задача – объединить множество разрозненных реестров в один. Мы перенесли реестры, то есть реестры муниципальной собственности, реестры государственной собственности, частной собственности, регистрация сделок, после сделок, регистрация недвижимости. Это все перешло в единый реестр недвижимости у нас. То есть раньше было, знаете, сколько реестров? То есть Госкомимущество вело свой реестр государственной собственности. Далее муниципальная собственность, это 117-е постановление, частной собственности. Далее еще 155-е постановление, которое регулировало дополнительный список этих реестров. И еще 9-е постановление, которое еще одно дополнительный список. И далее идет в каждом муниципальном образовании собственный реестр, который велся БТИ. То есть там не велся конкретный реестр недвижимости, там уже регистрация объектов производилась и велось инвентарное дело по отдельному объекту, и в какой-то степени велся реестр.
Главный инженер Сухумского БТИ Елена Гуля считает, что кадастровая палата взяла на себя слишком много функций и поэтому пока что справляется с трудом. А зачем вам такой объем работы, когда есть организация, когда серьезно может этим заниматься? У вас основное направление, вам учет земель, вам учет и регистрация домовладений. Вам столько работы необъемные. Вы хватаетесь за сделки, за техпаспорта вторичные, за выдачи справок, да сосредоточьтесь на той основной проблеме и той задаче, которую вам поставили. Учет, регистрация, кадастрирование, в конце концов, все, что касается стоимости кадастровой, это в первую очередь, я вижу, читаю закон, это прописано, что это должно быть. Без этого даже начинать нельзя было бы работы, пока это не доработано все. Требование закона об указании кадастровой стоимости объекта при оформлении сделок тоже стало камнем преткновения для исполнителей. Нотариальное сообщество разделилось. Большинство нотариусов отказываются оформлять сделки без указания кадастровой стоимости или из-за ошибок в документах, представленных кадастровой палатой. Если ранее 24 государственных нотариуса Абхазии совершали в среднем от 150 до 300 сделок в месяц, то за последние 2 месяца с момента вступления в силу закона о кадастре всего 40 сделок совершено по всей республике. Директор кадастровой палаты Тимур Сангулия настаивает, что для совершения сделки купли-продажи кадастровая стоимость не нужна. Дело в том, что кадастровая оценка не нужна. Для цели сделки она не нужна. Есть 3 документа, которым нужно руководствоваться при сделках. Первый документ – это Гражданский кодекс. 413 статья говорит, исчерпывающий набор данных для того, чтобы провести сделку – это договорная цена между клиентами. То есть один продавец и один покупатель договариваются о цене, это самая существенная часть сделки. Закон о госпошлине являлся регулятором, который позволял государству компенсировать какие-либо очень низкие сделки через другой инструмент, так называемую инвентаризационную оценку, государственную оценку недвижимости. Но мы убрали эту статью, как это условно было убрано совместным решением для того, чтобы обелить сделки, чтобы люди не занижали искусственно свои стоимость недвижимости. Фиксированная пошлина для сделок купли-продажи – еще одно нововведение правительства. Раньше пошлина составляла 2% от суммы сделки. Из-за этого многие занижали стоимость объектов в договоре купли-продажи. Фиксированная пошлина в размере 2 или 4 тысяч рублей была введена именно для того, чтобы побороть эту негативную практику и защитить права сторон в случае возникновения имущественного спора. Вместе с тем вопрос сделок с дарением и наследованием остается открыт, потому что там пошлина не фиксированная. Вот с наследством тоже беда. Почему? Потому что у меня первый запрос, который я сделал, это был по наследству. До сих пор я не получил ответа. Это уже больше, 13 октября я сдал. Вот уже сколько времени. То есть нету. Помимо этого я разговаривал с нотариусами. Они говорят, что в документах, которые должны быть выданы кадастровой палате, необходимо указать его оценку. Инвентаризационную, кадастровую, любую. Чтобы нотариус в дальнейшем мог рассчитать госпошлину, которую гражданин должен заплатить. Получается, что кадастровая палата пока, насколько я знаю, не имеет права делать какую-либо оценку. Вроде бы у них нет этого разрешения. То есть получается, что если даже они выдадут документы без оценки, нотариус его не примет. Скажет, извините, не могу рассчитать госпошлину и, грубо говоря, вернет. Гражданину откажет на этом основании. Председатель кадастровой палаты объясняет, что такие сделки совершаются как раньше, на основе инвентаризационной оценки, которую предоставляет БТИ. Что касается сделок других, дарения, вступления в наследство в определенных типах, там требуется все еще иметь инвентаризационную оценку для того, чтобы исчислить вам пошлину, потому как так как там нет существа, то есть договорной какой-то либо цены, только с нее можно и начислить. Закон о госпошлине говорит о том, что инвентаризационная оценка есть, ее проводят 3 разных органа. Это БТИ, местная администрация в случаях, когда не проведена инвентаризация данного объекта либо данной территории, либо страховые организации, коих у нас нету пока что. По словам адвоката Дмитрия Джоупо, еще одна проблема, возникшая в связи с прекращением работы БТИ, это избрание меры пресечения в уголовных делах. По уголовному делу задержан человек, и я, как защитник, прошу
избрать меру пресечения, домашний арест. Для того, чтобы я просил суд избрать домашний арест, я его родственника, отца, там, брата отправляю в БТИ, чтобы взять справку. То есть, если у него есть домовая книга, это не правоустанавливающий документ. Правоустанавливающий документ – это справка с БТИ о том, что за тобой числится жилое помещение, квартира, жилой дом, там, гостевой дом, без разницы, есть где жить. То есть эта справка мне нужна быстро, потому что меру пресечения избирают в течение 3 суток. То есть человек пришел в БТИ, ему дали справку, то есть я в этот же день, когда его отправил в БТИ, у меня есть эта справка. А здесь и сейчас что мне делать? Когда мне выдадут эту справку, БТИ нет. То есть кадастровая палата, как это будет вопрос решать? Вопросов у адвоката Дмитрия Джопуа еще очень много. Кто теперь выдает ордер или право собственности на коммерческий объект? Не только БТИ, но и отделы приватизации в районах прекратили свою работу и направляют всех в кадастровую палату. На сегодняшний день у меня есть 14 запросов, пока ни на один не получил. То есть это я отправлял на протяжении 1,5-2 месяца. Ну, с 13 октября, начиная по сегодняшний день, у меня 14 запросов. Я надеюсь, хоть какое-то продвижение будет. Просто когда люди обращаются, да, граждане обращаются за юридической помощью, и в процессе разговора ты им объясняешь, что по закону об обращении граждан государственные органы должностные лица должны ответить на твой вопрос в течение 30 дней. А тут уже получается больше 30 дней и начинают звонить, спрашивать. Вы нам говорили 30 дней, а тут получается, что вы больше. То есть что случилось, почему не идет? Тимур Сангулия подтверждает, что с ответами на адвокатские запросы есть сложности, связанные с объективными причинами. С адвокатами мы постепенно начинаем разбираться. Ввиду отсутствия доступа к некоторым архивам, мы не могли предоставить информацию до начала ноября. То есть у нас есть информация по всем архивам БТИ до 2022 года. Но свежих данных за 2022-2023 год нам никто не позволял, то есть внедряться в систему и заново ежедневно их обновлять. И мы сейчас занимаемся текущей работой, это запрос данных у БТИ, переобновление своих сведений и выдаем информацию. Но так как у нас нет электронной базы какой-либо у БТИ, просто взять, посмотреть в базе, есть ли собственники или нет собственника, невозможно. И нам приходится самим принимать какие-то технические решения, как отсканировать, распознать все 150 тысяч документов, чтобы понять, есть ли собственник вообще или нет собственника. Главный инженер Сухумского БТИ Елена Гуля утверждает обратное. Она говорит, что электронная база данных в Сухумском БТИ ведется, но ее никто не истребовал. У нас, скажем, примитивная программа, но тем не менее она существует. У нас ведутся бумажные носители регистрации прав собственности. У нас сидят регистраторы, которые после нотариальной контор занимается регистрацией. Это все вносится в электронную базу. Сегодня, если вы назовете имя, фамилию собственника, выйдут и ваши данные, где вы проживаете, и какая собственность за вами числится, и в какой реестр это входит. У нас есть такая электронная база. Вы ее передавали, когда Кто нас спрашивал? У нас никто не спрашивал ее даже. Очевидно, что закон о кадастре важен и нужен. Регистрация и учет объектов недвижимости – это база, без которой не может развиваться экономика и государство в целом. Но также очевидно, что с реализацией закона есть сложности и противоречия. Заслушав мнение всех заинтересованных сторон, парламентский комитет по правовой политике рекомендует отложить вступление закона в силу еще на 1,5 года. Как мне кажется, что есть несовершенство законодательства, да, и когда одни нормы противоречат другим, или есть вообще какая-то, не работает правоприменительная практика, и мы хотели выйти из этого кризиса. Мы поэтому решили отсрочить его вступление в силу, чтобы дать возможность исполнительной власти подготовить проекты, которые позволят ему работать, а нашим гражданам в это время, соответственно, осуществлять различные сделки со своей недвижимостью. Кадастровая палата говорит о том, что, и, собственно, мы когда встречались еще и с представителями исполнительной власти, а именно Кабинетом министров, они говорят о том, что есть определенный проект закона, который позволит выйти из ситуации. Мы предложили им этот проект внести.
Но мы ждем его уже 2 месяца, а проблемы только ухудшаются, количество людей, жалующихся, увеличивается. Решение об отсрочке вступления закона в силу поддерживает уполномоченная по правам человека в Абхазии Анна Скишмария. Количество обращений в наш институт увеличивается, и картина обращений гораздо больше, нежели мы ее декларируем. Люди недовольны ситуацией, потому что действительно не понимают, куда им обращаться с их проблемой, а оформление этих документов стало проблемой. Люди объединяются в группы, приходят со своими заявлениями, с подписями. Мы обратили внимание Народного собрания парламента к этой ситуации, мы обратили к президенту с анализом этих проблем. И мне отрадно, что комитет, который проходил не так давно, пришел к решению тому, что нужно, скорее всего, откладывать вступление в силу этого закона, потому что влечет за собой много сложностей. Принимая общественно значимые решения, необходимо иметь в наличии готовую инфраструктуру для их реализации. Директор кадастровой палаты Тимур Сангулия категорически не согласен с предложением об отсрочке вступления закона в силу. Он считает, что такое решение мало того, что не даст позитивных результатов, но приведет к еще большему коллапсу. А в ней нет механизма временного переходного периода. То есть на весь период, который озвучивается, никаких процедур не предусмотрено, дополнительное наполнение системы не предусмотрено, взаимодействие органов не предусмотрено, работа самой функционера организации не предусмотрена. Более того, утверждение идет из самого же парламента, чтобы распустить большую часть штата на время приостановления. Это получается еще и людей распускаем, увольняем и заново будем набирать в первый день, когда вступит обратно закон в силу. Более того, уменьшить бюджет организации, организацию поставить тоже на паузу в большей степени и руководствоваться другим законом, на основе которого можем функционировать, отменить нашу устав, который был бы Кабинетом министров принят, отменить все постановления Кабинета министров до этой даты и вернуть обратно, якобы вернуть обратно в ту же секунду отмененные постановления Кабинета министров, что, кстати, не произойдет. То есть в течение месяца или двух, до января или февраля месяца, вообще сделки не будут проводиться. Документы не будут производиться, не выдаваться, и БТИ не будет иметь права производить эти сделки, выдавать документы, нотариусы проводить сделки, потому что 117-е постановление будет отменено, а чтобы его принять, законного решения парламента недостаточно. Тут должен Кабинет министров собраться, вернуть документ, рассмотреть его, аппарат президента должен его утвердить, спустить, премьер должен его подписать и только тогда запустить. Премьер-министр Владимир Делба также убежден, что отменять уже вступивший в силу закон бессмысленно. Его нужно дорабатывать. Для чего приостанавливать закон? Действие уже вступило в силу, и по нему принято большое количество нормативных актов. Ну и второе, наверное, то же самое, одно из главных. А что произойдет после 1 июля 2027 года, через 1,5 года? Ни приостановление, ни отмена, не об этом, на мой взгляд, надо говорить, а для того, чтобы закон еще лучше и более эффективнее стал работать, наверное, туда, скорее всего, нужно вносить поправки. Изменения нужно сделать, точные настройки. Это так бывает, мы сейчас только что об этом с вами говорили, сразу все не происходит правильно, гладко, тяжело. Да, закон трудно идет, тяжело, мы все это прекрасно понимаем. Но пока мы не будем, как говорится, исправлять ошибки, мы так приостановлением абсолютно ничего не добьемся. Владимир Делба подтвердил, что поправки практически готовы и в ближайшее время будут направлены в парламент. Эти поправки, по мнению правительства, помогут разрешить наиболее острые противоречия, сложившиеся между исполнителями закона. Мы, опираясь на наши консультации, переговоры с работниками БТИ, с нотариусами, да, вот есть особенности, правительство слышит, реагирует, мы тут же принимаем меры. Вот, у нас есть документы, которые принимаются день в день, сразу для того, чтобы менять ситуацию к лучшему. Вот, в данном случае, что мы предлагаем? Первое. Легализация перепланировок жилых помещений. Все, что перестроили и не оформлено, или недолжным образом оформлено, по фактическому состоянию дел принять на кадастровый учет и на регистрацию. Это первое. Второе. Продление срока действия норм закона о кадастре о нотариальном удостоверении договоров отчуждения недвижимости до 1 января 1931 года.
и установление срока на подачу сделок на регистрацию после нотариуса в 90 дней, чтобы сделка после нотариуса предоставлялась в кадастр. Вот это тоже механизм, это то, о чем мы слышали от нотариусов. Я думаю, здесь мы найдем понимание. Третье. Приостановление норм кадастровой стоимости и оценки, которые и так не применены до принятия соответствующих решений правительства и изменения налогового законодательства. Это такая же вот ситуация, как и предыдущая. Там у нас по-разному мнения складываются, да? Ну, для того, чтобы однозначно это было, приостановить это. И четвертое. Закрепление за БТИ наравне с кадастровой палатой функций по выполнению кадастровых работ. Вот тоже важный аспект. Да, в отношении частных объектов недвижимости по подведомственным территориям. Вот. Это снизит сроки выполнения, вот, ну и соответственно, но при одном условии, что расценки или стоимость кадастровых работ обязательно будет установлена правительством, и она будет одинакова по всей территории Республики Абхазия. Ну и соответственно, мы предлагаем утвердить единый устав Бюро технической инвентаризации. Вот такие предложения, на мой взгляд, позволят быстрее реализовывать закон о кадастре, снимут разногласия и дадут возможность регистрировать нашу недвижимость, в том числе и государственную. Председатель Комитета по правовой политике Дауд Хутаба подчеркнул, что предложение об отсрочке вступления закона в силу – это вынужденная мера, на которую комитет пошел в отсутствие альтернативных предложений от исполнительной власти. Если поправки все-таки будут представлены до ближайшей сессии, то депутаты готовы рассмотреть оба варианта. Ничего хорошего в том, что мы сегодня переносим вступление в силу данного закона, я не вижу. Но я считаю, что это просто на сегодняшний день объективная необходимость. Я с этим проектом ждал, получается, 2 месяца, я его не вносил, в надежде на то, что будет какая-то поправка, которая позволит нам решить вопрос по-другому. Ее не было, и приходится уже вмешиваться нам, наверное, Народному собранию, депутатам, для того, чтобы разрешить ситуацию. Я от себя хочу добавить, что сессия не завтра, не послезавтра, и, естественно, мы обязаны будем принять, и, честно, я вам скажу, что с облегчением приму, если будет какой-либо проект от исполнительной власти, который мы сможем уже рассматривать как альтернативный. Да, и потом уже коллеги решат действительно, какой из проектов поддержать. Таким образом, судьба нового закона о кадастре решится на ближайшем заседании сессии парламента. Закон либо будет отложен еще на 1,5 года, либо депутаты примут пакет поправок, а исполнительная власть постарается наладить более эффективную работу. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Евгений Сильченко, Владимир Капуза, Абаза ТВ.